Вот уже на протяжении 2,5 лет я говорю о жизни здесь, на Северном Кавказе, о жизни в республике Ингушетия. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Сегодня суббота, это значит, я говорю на очень важную, серьезную тему, которая касается как раз-таки жизни, проблем здесь, на Северном Кавказе, а именно в республике Ингушетия. Это мое право, статья 29 Конституции Российской Федерации позволяет мне освещать проблему моей страны. И, как говорится, Северный Кавказ – это часть моей большой России. И Ингушетию я выбрал, потому что про этот народ я, в принципе, до мая 2019 года ничего не знал. Так вот, я, как уже сказал, первый раз Ингушетию посетил в мае 2019 года. Побывал в Джиразском районе, где увидел величественные, просто грандиозные родовые башни ингушей, познакомился с их историей. А дальше по пути назад в Назрани я увидел мемориальный комплекс, где стоял большой-большой паровоз с вагончиком. И мне стало интересно, что это за паровоз. Естественно, я попросил, чтобы меня туда отвезли. И в итоге я так попал в музей, где узнал про депортацию 1944 года, про осетино-ингушский конфликт 1992 года, про митинги, которые были в Грозном в 70-х, про митинги, которые были в Ингушетии, в Магасе в 2018 году. Когда я вышел из музея, просто я был очень подавленный. Мне стало стыдно, как журналисту, как тревел-блогеру, что я про это никогда нигде не слышал, не узнавал, не читал. И я решил исправить эту ошибку и начать говорить за этот очень гостеприимный, добродушный, не побоюсь этого слова, величественный народ. Пусть их мало, но насколько они добры сердцем, вы даже представить, наверное, себе не сможете, если вдруг вы здесь не были, поэтому приезжайте в Ингушетию. И в этом выпуске я хотел бы вас познакомить с Амиром Хашиевым, а также режиссером Вахтангом Микеладзе, которые сняли потрясающий документальный фильм как раз-таки о депортации, о осетино-ингушском конфликте, вообще о всей той боли, которую перенес этот многострадальный ингушский народ. Конечно, совсем скоро, как вы знаете, у меня здесь на канале начнутся выпуски про Грузию. В этом же фильме говорится о братстве грузин-ингушей, чеченцев-ингушей. И это очень здорово, потому что я также здесь, на своем YouTube-канале, об этом рассказываю. Ну, а прямо сейчас, меньше слов, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк этому видео, пишите ваш комментарий, понравился вам фильм, не понравился, что было сказано, что было недосказано. С радостью я, Амир и Вахтанг почитают эти комментарии. Если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то все реквизиты внизу в описании под этим блогом, либо нажимайте кнопку «Спонсировать» и получайте доступ к закрытой информации, которую я не размещаю в публичный доступ. Ну а сейчас не мотайте это видео, чтобы не пропустить все самое интересное. Поехали! Мы продолжаем цикл фильмов о людях, которые совершают большие человеческие поступки, не ожидая взамен ничего. Амир Хашиев. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Несколько лет назад режиссер этой картины Вахтанг Микеладзе снял фильм о человеке, который расстрелял всю его семью. Оставшихся в живых Вахтанга с сестрой депортировали в Казахстан. Фильм назывался «Убийца моей семьи». Работая над картиной, режиссер обнаружил в Библии слова, которые потрясли его. В Библии есть глава. Глава 7, стих 23. Вот я вам читаю. «Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его». Вот видите, в Библии имя Берия звучит как синоним беды. Синоним беды. Эта беда постигнет нашу страну в 30-е годы. Лаврентий Берия. В тайных архивах великое множество документов под грифом «совершенно секретно». Но даже среди них не найти свидетельств о расправе над ингушами и чеченцами в 1944 году. Историю убиенных чаще всего пишут их убийцы. Им не нужны свидетели, и поэтому изначально преступные поступки приказано забыть. Ингушетия. Обычно, проводя съемки в уникальных местах, все внимание принято уделять экзотике. В Грузии есть слова восторга от красоты. В переводе это значит: «Боже, какая же мать тебя родила! Какая архитектура! Разве она не достойна восхищения?» И все-таки без экзотики здесь обойтись невозможно. Но сегодня мы хотим рассказать зрителю о другом, об огромной, развернувшейся в республике стройке, о прекрасных мечетях, замечательных людях, живущих в этом краю. Это Магас, город солнца, молодая столица республики Ингушетия. Сегодня здесь проживает 13 601 человек, но скоро их станет значительно больше. Посмотрите, это для них, для будущих жителей Магаса, возводятся многочисленные дома и кварталы, красивые и удобные для жизни. Столица ингушей стремительно растет, хорошеет. Назрань – самый крупный город республики. 123 тысячи жителей, и, что примечательно, в Назрани более 40 мечетей. Видимо, поэтому ингуши исповедуют такие высокие нравственные принципы. То же самое можно отдельно сказать и об ингушских девушках. Прекрасные девушки. Слава Всевышнему, геноцид их народа на них не отразился. У этой девушки на платье изображена страдающая женщина. Мы уверены, она помнит то, о чем мы собираемся рассказать.
Завидев камеру, девушки отворачиваются или уходят в сторону. Редкая в наши дни скромность. Многие сегодня, увидев, что они попадают в кадр, начинают позировать, поясничать или как-то иначе проявлять себя. Но только не в Ингушетии. Как величественны эти строения, взывающие к верующим и призывающие их на молитву. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم. Невольно появляется мысль, зачем нужно было вести яростную борьбу с религией, если вера – потребность для миллионов людей? Тем более, что ислам сегодня спокойно уживается с христианством, как и с другими религиями. С героем нашего фильма мы встретимся в этой мечети. Мы продолжаем цикл фильмов «Славные сыны Кавказа». Рассказываем о достойных и уважаемых людях. Сегодня мы знакомимся с одним из таких людей. Амир Хашиев. Жизнь его протекала, как у многих в нашей стране. Родился в многодетной семье. Как и все в школе, был пионером. Как и все, служил в советской армии. В 31 год стал предпринимателем. А еще это тот человек, который будет нести людям только добро и творить милосердие. Об этом мы расскажем попозже. Но в его душе живет боль, хоть он и не был свидетелем того ужаса. Эти паровозы сегодня живописные музейные экспонаты. А тогда, 23 февраля 1944 года, началась депортация ингушей и чеченцев. 180 вот таких поездов участвовало в этой принудительной акции. Они везли людей в ад и везли в один конец. Вот в таких переполненных людскими телами вагонах, где людям предстояло провести более 2 недель, будут попраны все устои и традиции. Когда наши чеченцы выслали, раввин, еврейский раввин, собрал всех своих, прихожан и сказал: ничего не трогайте. Они вернутся и потом возвратите их сразу. 2 года вообще на оседлость не было даже близко мысли. Все думали, что нас неправильно выслали, значит, Сталин одумается и вернет нас назад. Из случайно сохранившейся переписки. Только для ваших глаз. В целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах. Полковник Квишиани. За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Режиссер этого фильма, прошедший через такой же ад, считает своим долгом извиниться за то, что творили его соотечественники. «Хи, хи, воды, воды!» — кричали дети и их матери. Они, застреленные солдатами и сорвавшиеся с цепей собаки, сколько из сил мчались за поездами, не понимая, почему хозяева их вдруг бросили. Было тяжело с одеждой, было тяжело с пищей. А как встречали, значит, местный народ был приготовлен, что едут, значит, людоеды. И они, значит, сперва опасались, пока, значит, не сдружились
ингуши попали в северный, самые холодные части, значит, области. Петропавловская область, Акмолинская область, Карагандинская область. Чеченцы те пошли в южную часть. Это Джамбульская, Чимкент, Алмата, Ташкент, Фрунзе. Даже пересекли они Киргизию попали. А ингуши были сугубо, значит, в холодных местах. Значит, выживали, конечно, по-кавказски. Значит, Стойкостью. а? Стойкостью. Стойкость только. Правда, значит, чеченцев умерло 50% от выселенных. Ингушей умерло 30%. Казахстан, мы с тобой породнились навеки. Разве можно забыть, как суровой военной зимой приютили войнахов казахские снежные степи, как трещали морозы и кружила пурга, как в землянке замерзали войнахи, как несли нашим детям последний стакан молока, и последней лепешкой делились простые казахи. Разве можно забыть запах этого хлеба и забыть, как в далекой стране? Этот гимн благодарности казахам за их благородные поступки написала совсем юная девушка Марина Айдаева, возможно, праправнучка тех ссыльных, которым удалось выжить. Разве можно это когда-нибудь забыть? Чтобы выжить, режиссер этой картины тоже принимал из рук казахов стакан молока и лепешки. Мама, значит, Амира, я ее считаю вообще, значит, она боевой, значит, мать. Она осталась одна. Было их, при выселении выслали 9 человек, осталась Лида одна. И она, когда выходила за отца его, она была тоже одна, понимаешь, сирота. Мама Амира, оказавшись в ссылке, в 6 лет осталась одна и перенесла все тяготы, выпавшие на ее долю. Это преступление без срока давности. Эта боль будет преследовать мой народ и 13 народов Советского Союза вечно. Она никогда не будет забыта. Никогда и ни при каких условиях. Мы из поколения в поколение будем передавать, чтобы это не повторилось. В чем была виновата моя мать? Как и многие другие дети и женщины маленькие, да. Я понимаю. В 3-годовалом возрасте. Конечно, ни в чем. То есть поколения, которые идут сейчас. Ушли в Казахстан 9 человек, вернулась одна. В 6 лет осталась куклой сиротой. Выжив, она создала многодетную семью. Маленький Амир рос, окруженный любовью. Помню его с малых лет. Был хорошим мальчиком. И при наших глазах он вырос здесь, в нашем селе. Порядочный, добрый. Семья хорошая у них очень. А в такой семье плохих людей не могут вырасти. Село Донгарон. Амир строит здесь новый дом. Вот здесь вот прошло мое детство. Конечно, это раньше выглядело совсем иначе. Здесь у нас стоял огромный дом. Вот у нас построена новая школа. Сейчас уже тоже она немножко вид свой потеряла. Но раньше здесь находилась наша школа, в которой мы учились. Потом построили новую школу, и этот дом стал моим родным. Солнце встает, и ты уже на речке. Вот река Камбреевка.
И ты целый день на речке купаешься с друзьями, с одноклассниками, с соседями. В этом селе одна из улиц носит имя Хашиева. Мы спросили Амира, не родственник ли ему этот Хашиев. Оказалось, что это его родной брат. Вот он, на фотографии. О нем мы еще расскажем. Почему в селе Дангарон есть улица его брата. Но это мы сделаем позже. Добровольно, значит, уступили только дома, грузины уехали. Те грузины, которые, значит... Горские грузины, которые граничили. Да. Ну, они, значит, не стали сопротивляться, все, значит, возвратили все. Сохранили, да? Да, сохранили, возвратили все. Грузины повели себя по-джентльменски, по-кавказски. Говорят, грузины поступили по-кавказски. Грузины наши братья. Мы любим грузин. И всегда любили. Это не сегодня мы стали их любить. Это испокон веков идет. Что вы думаете об ингушском народе? Благороднейший народ. Их переселил Сталин, потому что приближались оттуда немцы. Я бывал там. И на их место заселили сванов. Их край полностью отдали им и заселили их туда. А когда Хрущев переселил ингушей обратно, грузины уступили ингушам их дома и оставили им и посуду, и скот, и урожай. И за это ингуши нам очень благодарны. Ингуши наш родственный народ, кавказцы. У нас одна кровь. Так что мы с ингушами этнически очень близки. Очень хороший народ. Они наши соседи, мы очень довольны и имеем об этом народе самые наилучшие впечатления. Большое спасибо. Будьте здоровы. Ингуши наши соседи, и они очень теплый и хороший народ. Сегодня на военно-грузинской дороге нередко возникают многодневные пробки. Для шоферов это тяжелые испытания. Иногда они даже голодают. И когда такой момент настал для грузинских водителей, ингуши показали, как они умеют приходить на помощь. Они решили помочь, накормить своих братьев, оказавшихся в трудном положении. Приезжайте к нам тоже в гости в Грузию. Обязательно приедем. Люди для людей. Да, спасибо. На здоровье. Герой нашего фильма Амир Хашиев, как и другие ингуши, принял самое деятельное участие в организации полевого застолья. И это его очередной поступок. Поступки определяют человеческую жизнь. Когда в Чечне вспыхнула война и республика оказалась на грани уничтожения, ингуши протянули руку помощи братскому народу, помогли возродить погасшие очаги, поделились хлебом и кровом. Многие удивляются, что ингуши уступали свои рабочие места чеченцам. Ну, честно сказать, удивительного ничего нету, братский народ. Братские отношения заключаются, как поделиться хлебом. Он испокон веков у нас даже это, короче, как братом не поделиться. И Амир говорит, вот так ситуация, говорит, уступили бы вам работу. Мы, честно сказать, даже и не стали не совещаться, даже мы просто сказали, как старший брат сказал, вообще проблем нету, конечно, уступим. Тем более, я говорю, у нас дома какая-то живность есть, мы-то все равно прокормимся. Это. Мы просто, короче, их тоже человек 7-8 было, по-моему. Мы просто подошли, обняли, дали им, короче, по-нашему, салам алейкум, сказали, обняли и сказали, вообще не вопрос, работайте. И ушли оттуда спокойно. 99% скажу, если бы коснулось бы другие нации, которые мы поступили бы именно так. Храм, в котором молится Амир, находится недалеко от его дома. Его не оказалось в мечети. И мы пошли к нему домой. И вот его дом. Нам сказали, что когда вы помогали беженцам, и люди спрашивали, кто вы, то вы отвечали, Аллах знает мое имя. Да. Но когда они узнавали ваше имя, благодарность была? Конечно. Благодарность была, конечно, большая. Их было много ребят.
И я так устроил порядок на своей работе. Я сказал матерям: ребята находятся здесь, в Ингушетии. В этот момент приезжайте, потому что там тоже надо людей кормить. Я говорю, оставите ему какую-то половину, долю какую-то, а остальное будете забирать. Я должен сказать, это вот когда я занимался этим, я знал, что вот эта война, вот это горе коснулось одного из прекраснейших народов на этой земле. И в этой ситуации жизнь меня подвела к такому моменту, когда я встретил этих женщин, обездоленных, бессильных, слабых, у которых дома идет война, разруха. И они, находясь в нашей республике, абсолютно бессильные, практически не способные ни на что, остались вот в этой ситуации. И я не мог по-другому поступить. А как вы познакомились с Амиром? Это было во время войны. Мы должны были как-то искать пропитание, чтобы торговать на рынке. Мы поехали в Назрань. Они отправили своего единственного брата Абу-Бакара подальше от войны в Краснодарский край. И там, по каким-то неизвестным нам причинам, он оказался в тюрьме. Но когда уже он тяжело заболел и понял, что он при смерти, только тогда он решился написать письмо. И вот с этим письмом в руках они стояли посреди ночи в Назране и плакали. Дальше сама расскажешь. Как раз в тот вечер мы оставались в Назране, и в этот же день получили письмо, и, прочитав это письмо, мы расплакались. И тут к нам подходит Амир и спрашивает, почему мы плачем и что случилось. И Амир сказал: ради Аллаха, я отвезу вас к вашему брату. Не плачьте. Мог ли Амир Хашиев представить, какие сложности он испытает с двумя неговорящими по-русски чеченками на пути в тюрьму к их брату-чеченцу в Усть-Лабинск Краснодарского края? И это в военное время. Но главный его поступок был впереди. В этой песне поется: сколько же братьев мечтают о встрече с сестрами, разлученные злым роком. О мой Аллах, помоги мне встретиться со своими сестрами. Кто-нибудь слышал дыхание сестер, которые бегут к умирающему брату? Они зашли к нему, поговорили, пообщались, вышли, все в слезах, плачут. То одной плохо становится, то второй. Они вынесли письмо, которое оказалось прощальным. «Да благословит тебя Аллах», — писал Абу-Бакар, «что ты перед моей смертью совершил такой поступок». Была одна семья, которая попала вот в такие невыносимые условия. И я решил, что надо себя посвятить. А как они живут сейчас? Сейчас хорошо. А мне всегда казалось, что я делаю мало. И вот Всевышний подвел меня вот к этой ситуации, о которой я говорил. И я взялся. Хоть одну семью, но спасу. Вот уже 20 лет Амир оказывает помощь этой семье. Этот фильм снимался в условиях мировой пандемии. Каждый день число ее жертв увеличивается на сотни тысяч. Новый неизвестный вирус. Угроза всему миру. Эпидемия коронавируса. А мы еще и ведем войны между собой. Открытые и тайные. И как тут не вспомнить того сирийского мальчика, который пострадал от бомбежки?
Спасти его не было никакой возможности. Хотя ему было всего 3 годика, мальчик чувствовал, что выжить ему не суждено, и понял, что умирает. Но прежде чем умереть, бедное дитя, давясь слезами, молвило: «На всех вас пожалуюсь Богу. Все ему расскажу». Послесловие. Тут надо вернуться в ту атмосферу. В республике идет война, бомбежки, голод, разруха, пепел везде. 2 сестры пытаются прокормить больную мать и остальных сестер младших, что-то заработать. И в этот момент у них в тюрьме умирает родной брат, единственный. В своем цикле «Славные сыны Кавказа» мы рассказываем о таких людях, как Амир Хашиев, совершающих благородные поступки. Разве не к этому призывает Всевышний? Почему так часто власть бывает жестока, творит беззаконие? Даже спустя десятилетия соотечественникам приходится извиняться за их поступки. Приказано забыть. Это мемориал памяти и славы, воздвигнутый в Ингушетии. Памятники отражают знаковые события, представляют героев, воскрешают величественные деяния предков, напоминают о подвигах и победах. Ингуши по праву гордятся своей историей. Свято чтут память героев, павших в сражениях. Легендарная дикая дивизия, наводившая ужас на врага в Первую мировую. Прославленные защитники Брестской крепости, до конца державшие оборону в 41-м. Когда немцы уже праздновали победу, из руин вышел человек в форме советского офицера. Израненный, но с гордо поднятой головой. На вопрос «Кто ты?» он ответит: «Я русский солдат». И тогда немцы отдадут ему честь. Последний защитник Брестской крепости – лейтенант Уматгирей Барханоев. Мало кто знает, что в защите Брестской крепости участвовало 90 уроженцев Ингушетии и 300 чеченцев. Наш герой часто посещает этот пантеон славы. Каждый раз он приходит сюда с цветами. Погибший при выполнении интернационального долга. Хашиев А.Б. Помните село Дангарон? Эту улицу. Ахмед Хашиев, родившийся в ссылке в Казахстане, с честью выполнил интернациональный воинский долг перед Отечеством. И все же для всех ингушей, как и других репрессированных народов, депортация останется незаживающей раной. Посвящается 70-летию депортации братских народов – ингушей и чеченцев. 23 февраля 1944 года – день праздника Советской армии для жителей Чечено-Ингушской республики стал роковым. Каждый 4-й умрет по дороге или в первый год. Сейчас мы расскажем о том, что невозможно было представить. Это не укладывается ни в какие рамки. У документа, который вы сейчас увидите, не существует аналога. 8 марта тоже праздничный день.
За 2 дня до завершения этого преступного поступка его организаторы будут награждены указом Президиума Верховного Совета СССР, орденами Суворова и Кутузова, которыми награждают лишь полководцев. Но преступников не спасут ордена. Их расстреляют как предателей. 23 декабря 1953 года, тоже в праздники, под Новый год, а народы, подвергшиеся геноциду, будут реабилитированы. Ингушетия. Одна из наиболее набожных республик. Здесь тщательно исполняются все религиозные обряды. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. المغضوب عليهم ولا الضالين. Амир Хашиев. Все его поступки делают людей лучше. Гори-гори ясно, чтобы не погасла душа ингуша. И вот именно эту душу, этот огонь, эту боль я увидел через глаза Амира Хашиева и убедился в том, что это действительно многострадальный, мужественный, стойкий и, самое главное, добродушный народ. Да, для многих моих подписчиков из Ингушетии то, что вы увидели, это совсем не ново, вы это все знаете. Но надеюсь, что этот блог посмотрит молодежь, потому что молодежь очень мало знает, к сожалению, за историю своего народа. Это я выяснил, когда ехал как раз-таки в электричке по направлению Назрань минеральные воды. Как пацаны молодые в возрасте от 17 до 23 лет, студенты, которые направлялись через Минводы в Кисловодск учиться взахлеб, меня слушали, как я рассказывал, я как русский, да, рассказывал историю Ингушетии. И это большой плюс. Понимаете, все ищут еще какой-то подвох в моем блоге, в моей деятельности за то, что я говорю так про Ингушетию. А не нужно искать подвоха. Это я делаю все в своих, как говорится, добрых целях. Я очень любознательный, понимаете, человек. Все-таки я журналист, я учился на него. И думаю, что тут даже объяснять ничего не стоит. А мне вот фильм понравился, поэтому я ему поставлю лайк, вы тоже это сделайте. И буквально прямо сейчас я отправлюсь в гости к Хашиеву Амиру для того, чтобы записать интервью для вас. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы быть первым, кто увидит это интервью. Мы будем говорить про депортацию, про 1992 год, про пригородный район, про жизнь здесь, на Северном Кавказе. Дай бог всем здоровья. Самое главное, пусть вот это братство между Грузией и Россией, несмотря на всю эту политику, на все эти невзгоды и недопонимания, сохранится. Пусть простой народ дружит. Пусть русские и ингуши, русские и чеченцы, в целом войнахи,
были едиными и не обращали внимания на всю ту грязь, которая сейчас происходит на телевидении, в газетах, в различных пабликах и YouTube-каналах. Это все лишнее. Друзья, жизнь — это мгновение, нужно ценить ее и, самое главное, помогать друг другу. Мы в конце концов с вами, да, ингуши, чеченцы, осетины, мы одна с вами страна, понимаете? Нам нужно дружить. С Грузией нужно дружить, это наши соседи. С Украиной нужно дружить, несмотря ни на что, это наши соседи. И так далее. Я за единство нашей России и за дружбу народов. И дай Бог меня, Бог, как говорится, услышит. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Берегите себя, и с вами я не прощаюсь. Я говорю вам до встречи. В понедельник с вами встречаемся и отправляемся в Ереван. Не пропусти.